Я хочу спросить, есть ли кто-нибудь из Республики Карелия среди присутствующих? Карелия. Карельский язык сегодня представляет Ульяна Тикканен. Ваши аплодисменты, друзья. Красивая фамилия, красивая девушка, красивое имя. Красивый язык. Естественно, корейский язык, красивый язык. Terve teille kaikilla Karjalan tasavallasta. Я тоже поприветствовала вас на своем родном, на карельском языке. И для начала мне хочется сказать, что у карельского языка есть 3 наречия. Собственно, карельское наречие, ливиковское и людиковское. И эти 3 наречия, их письменность, их литература, они развиваются самостоятельно. И сегодня прозвучат стихотворения Александра Сергеевича Пушкина на 2 наречиях. Для начала я прочитаю стихотворение, которое перевел карельский поэт Александр Волков, которого, к сожалению, уже нет в живых. И это стихотворение опубликовано в книге «Веллен Сювейн». Ну и тоже попробую, оставлю без названия, может быть, стихотворение будет ugadano кем-то из слушателей. Vi äijän meidy veneh vies, sie kietki purjeh nuorua viettih, a toiset airoavideh kiettih, vai yksi viisas perämies. Mian vedi oikeeh jygeen peren, da vaikain pidi melua käis, a minä uskon mielen näis, loin pajua, kerran tuulen väis. Sit aallot vihlindu kerei, kai mendih miehet allon ual, vai minuu pajo niekkua mual. Toi tiedämätön vauhuranda, kui enne minä pajoa luon, da päivypaston riisun tuon, sen panen kuivah kiven пангах. Вот такое стихотворение прозвучало на ливиковском наречии, на нем говорят в основном в Южной Карелии. Молодой человек, вы обычно нас угадывали? Как? Есть варианты, что мы на вас надеемся. Нет. Это стихотворение «Орион». Да. И, конечно же, перед этим мероприятием у меня у самой случился интересный опыт, потому что я корреспондент в газете, я пишу на карельском языке, и после того, как меня пригласили поучаствовать здесь, я решила попробовать сама свои силы в переводе. Я носитель, собственно, карельского наречия, диалекта Беломорской Карелии. Беломорская Карелия, да, хоть тут и звучит название Белое море, но это не на берегу Белого моря, это в глухой тайге, регион, который на нашем языке называется красиво Виена. И это территория нынешнего Костомукшского городского округа и Калевальского района, то есть родина карело-финской эпической поэмы Калевала, где были собраны наибольшее количество рун. И я тоже перевела стихотворение на собственно карельское наречие, и сейчас оно прозвучит. Myöhäisen syksyn iltua vasten, kaukomailla neito asto, ja rakkahuon salolapsi hienoissa käsissä hien kanto. Meitsättä vuoret hiljaset oltih, mustana yönä nelujah muottih. Syvissä kauhuissa neitti se ollen tarkah ympäri itsien katso, ta loppukatsohuksen oman viattamalla lahjoitti. Sia makuat miun kiusan syy, et siia hätyä miun suurta, avoat silmät ikävöitsen, et painu armas muomon vasen, et sua huomenna hellyä siun oman muomon raukan, ta kutsumah rupiet turhah. Se häpiö on ikuiseksi, ta ikuiseni miun syy, et muistele sie milma enyä, enkä mie silma unoham. Suat oman suojan vierhalta, ta kuulet heiltä, turjalainen, sie kysyt, missä omat olla, niin etkä löyvä ketenä. Voi rauka, alat ikävissä lapsien kesän vaivan tuo, ta henken surua kestyään, muamo hellettä tuskeutua. Iäksi ollet yksinäini, ta kohtalua murkuan, sia kuulet moitesanan kovan, ta rosti silloin mammua. Sia makuat, ta anna miulla, painua, kulta, rinnan vasen, miun syy, siun osa kauhia, juohuttau elää kärsiessä. Kun olet nuori, elä anna, surojen tulla ilon tiloih.
makualapset, syvät tuskat, kuorretat lapsuan vuuvat. Sen sanan jälkeen salon kesän, hän näki pienen pirtisen, hän oli kalpietta hölmä, kun oven eteen kyyryllä vierahtaalo lapsen oman, hän antoi iänittömänä, avasi silmät, pelkon täydet, tai yö pimeä peitelty. Вот такое Давайте стихотворение похлопаем. прозвучало, да, на собственно карельском может, кто-то узнал? наречии. Ну, его, наверное, было сложно узнать. Да, было Что сложно.